Каждый год мы вспоминаем этот день с болью в сердце. Каждый год с грустью люди несут цветы к памятнику погибшим при исполнении воинского долга. Учащиеся школ города и среднеспециальных учебных заведений, руководители учреждений, сотрудники администрации, ветераны-афганцы чтят память не вернувшейся с войны. Автоматные очереди, разрывающиеся под ногами бомбы, кишлаки, заполненные вооруженными боевиками, горная дорога, каждый метр которой таит опасность, глаза раненого друга. Все это всплывает в памяти воевавших, все это живо, так, будто было вчера. Сегодня мы возлагаем цветы к этому памятнику, который является символом воинской доблести, воинского братства, любви к Отечеству и символом вашего подвига. Как уже сказали, 27 лет назад последний солдат покинул пределы Афганистана. И по прошествии этих лет, 27 лет, наше общество только начинает осознавать масштаб и суть произошедших событий в то время. Все мы прекрасно, сегодня для нас не секрет, что главным мировым злом является международный терроризм. И сейчас мы знаем, что этот терроризм родился именно в Афганистане, руками спецслужб Соединенных Штатов. И вы были первыми, кто стал на их пути, поставил заслон распространению этого зла по всему миру. Если бы не вы, наверное, трудно предсказать, что было бы сейчас и в каких пределах бы этот терроризм возник. По сей день ведутся споры, что же это была за война, защита интересов страны или историческая ошибка советского руководства. Но что бы сегодня ни говорили, мы не должны забывать о том, что на афганской земле погибло большое количество советских солдат, которые просто выполняли приказ. 158 сибайцев участвовали в боевых действиях в Афганистане. Один из них погиб. Боевые награды имеют 36 человек. Участники боевых действий проявляли подлинный героизм, самоотверженность, любовь к Отечеству. Они выполнили свой долг, сохранили верность воинской присяге. Для нас, войны не знающих, афганские события должны стать уроком. Именно такую цель поставил и перед собой местный автор, участник афганской войны Булат Акбаш, изложив в своей книге воспоминания 30-летней давности. Далее участники митинга посетили литературно-музыкальную встречу по книге Булата Акбаша «Уставшее поколение». Заглушил голоса, стук в висках, кровь во рту, нервы рвут за предел, ловишь все на лету. Вот солдатский удел давит в горле комок, градом пота из тебя, не спуская курок, смотрит смерть на тебя. Воспоминания из памяти не стереть. Каждый из сотен тысяч прошедших через эту войну стал частью Афганистана, частью его земли, которая так никогда и не смогла поглотить всей пролитой на нее крови. В сердцах многих людей эта война оставила незаживающую рану, а мы, представители будущего поколения, просто должны это знать и помнить. Елена Афанасьева, Агуль Хамитова, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.